Начиная итоговое заседание весенней сессии, перед депутатами и собравшимися выступает спикер парламента Магомед Яндиев. В своем докладе он рассказывает о проделанной созывом работе. Проведено 9 заседаний, 22 совета, принято 27 законопроектов, проведены публичные слушания по самым наболевшим вопросам. Рассмотрено 270 законопроектов, инициатив Федерального собрания Российской Федерации, правительства России, законодательного собрания Федерации, из которых поддержано 251 предложение. Проведена соответствующая работа над законодательным обеспечением реализации посланий президента Российской Федерации и главы Республики Ингушетия. Также проведено 70 заседаний комитетов парламента, из них 17 расширенных заседаний по различным актуальным для жителей Республики Ингушетия вопросам. Говоря об итогах парламентской сессии, спикер парламента отметил работу над региональным бюджетом. В главном финансовом документе республики предусмотрены серьезные средства, в том числе для реализации майских указов президента страны. В их использовании, как отметил Яндиев, важно, чтобы люди видели и знали, как и куда расходуются выделенные деньги. Считаю необходимым обозначить приоритетные направления депутатской деятельности. Это проведение регионального законодательства в соответствии с федеральным, решение социальных вопросов, представление льгот предпринимателям, которых реализуются интересные, важные для республики проекты, в том числе и инвестиционные. Изменения коснулись практически всех сфер общественной деятельности. В соответствующем законопроекте депутатами установлен новый механизм обеспечения реализации активного избирательного права для граждан при проведении выборов в Народное собрание. Согласно документу, голосовать жители могут по месту своего нахождения. Не менее важное постановление, но уже в документе о муниципальных выборах приняли сегодня парламентарии. В единый день голосования 8 сентября депутаты выберут и нового главу Ингушетии. Сегодня можно сказать однозначно, что население республики, все граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Ингушетия, готовы к проведению выборов любого уровня, потому что мы уже 26 лет республики, мы знаем, что такое выборы, и поэтому нет никаких сомнений, что и муниципальные выборы, и выборы главы республики пройдут в соответствии с законом. Мы, по крайней мере, уверены в том, что наше население к этому готово, и опыт наш показывает то, что, несмотря ни на что, мы умеем проводить выборы. Всего на повестке дня 11 вопросов. Это и закон об образовании, о нематериальном культурном наследии и использовании лесов для охотничьей деятельности. Все инициативы были приняты парламентариями единогласно, в том числе проект закона о подтверждении дополнительных соглашений, заключенных правительством республики с Министерством финансов России в 2015-2017 годах, о предоставлении Ингушетии из федерального бюджета кредита для частичного покрытия дефицита местных средств. Доклад об их исполнении за прошедший год, а также новые инициативы зачитал исполняющий обязанности министра финансов Ингушетии Багаудин Халухаев. Согласно вышеуказанного закона, законопроект также направлен в контрольно-счетную палату республики для проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовки заключения. На момент проведения сегодняшних слушаний получено заключение контрольно-счетной палаты. Все замечания и предложения контрольно-счетной палаты изучены всеми заинтересованными сторонами. Правительством Республики Ингушетия даны соответствующие указания о недопустимости допущения подобных нарушений впредь. Основной акцент контрольно-счетной палаты сделан на необходимость своевременного приведения в соответствии с бюджетными назначениями объемов финансирования, предусматриваемых государственными программами республики, а также на усиление контроля за достоверностью сведений, предоставляемых министерствами и ведомствами в бюджетной отчетности. 29 голосов «за» сегодня были высказаны депутатами для рассмотрения в предстоящую осеннюю сессию вопроса о государственном гербе Ингушетии. В проекте уже предоставлены десятки документов, часть из которых была принята в первом чтении. Они включают в себя узаконивание использования национального герба в государственных кабинетах или других местах. Речь не шла об изменении самого герба. Года 2-3 назад
3 года назад депутаты, которые были на 5-м созыве, помнят, сколько предложений поступало по изменению гимна, по изменению флага, знака на флаге, герба. Много предложений поступало. Мы в категорической форме сказали нет, потому что это утвержденные наши, значит, герб, флаг, атрибуты государственные. Их нельзя трогать каждый раз, кому захотелось там изменить что-то. Это бесполезно. Речь шла о том, что где можно будет использовать вот эти вот этот герб. Речь не шла о том, чтобы изменить сам герб, форму его, ни в коем случае. Где вы будете на встречах, там, допустим, до конца нашей сессии, разъясните людям, что мы хотели сделать. Весеннюю сессию в Народном собрании закрывают полностью, реализовав весь портфель законопроектов. А это, несомненно, огромный плюс в работе депутатского корпуса, отметил председатель правительства Зелимхан Невлоев. Он поблагодарил депутатов за их непосредственное участие в решении проблем жителей республики. Несомненно, этому будут способствовать и принятые сегодня 11 инициатив. В частности, он отметил законопроект о сохранении культурного наследия Ингушетии, инициатором которой выступил Назрановский городской совет. Очень важный, на мой взгляд, хотя я не видел сам проект закона, необходимый, наверное, и председатель парламента говорил, конечно, нужно было провести широкое обсуждение, прежде чем вынести его, чтобы люди знали, что и Назрановский городской совет работает, и депутаты работают, и профильный комитет работает. И вообще я предлагаю, что и докладчики, и содокладчики владеют очень хорошо ингушским языком, что вы в следующий раз докладывали именно этот законопроект именно на ингушском языке. Это очень важно говорить, да. И, значит, закон, по которому докладывал Цуров Мустафа, видимо, законы нужно было принимать еще раньше. И вопрос связан о патриотическом воспитании молодежи республики, именно не о духовном нравственном воспитании, имеется в виду о патриотическом воспитании. А я, в свою очередь, хотел бы поблагодарить всех депутатов за работу весенней сессии. Хотел бы пожелать, чтобы полноценно отдохнули, набрались сил. Осенняя сессия будет сложной, насыщенной такой именно политическими мероприятиями, законопроектами и решениями. Впереди у парламентариев не менее ответственные задачи в их решении. По мнению спикера парламента, ориентиром Народному собранию республики послужит послание президента страны Федеральному собранию. Завершилось заседание под звуки гимна России и Ингушетии. Жарадат Хулухоева, Джамилял Тамасханов, Магомед Белакиев. Новости 24.